Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы в гостях творческой студии Ева, в гостях у Евгении Щукиной. У Жени мы давно не были. Женя, очень рада тебя видеть. Взаимно. Да, все выпуски, кстати, вы можете смотреть на таких приложениях, как ВКонтакте, Рутюб, ну и на сайтах НВК Саха и Якутия-24. Женя, как у тебя дела? Вообще отлично. Я так рада, что вы к нам в гости пришли. Вы уже наши друзья, нашей уже студии, уже как часть нашей команды. Да, я вижу, твоя студия вот все пополняется, расширяется, еще краше становится. Спасибо. Да, вот действительно, как сказала Женя, практически как по музею можно здесь ходить, смотреть часами, рассматривать, ну и, наверное, что-то для себя точно найти. Да. У Жени, как всегда, да, хочется отметить, очень много идей различных по мастер-классам, всегда вот какие-то новые идеи, вдохновения, всегда вот в ногу со временем, не отстает от тенденции, от моды. Даже вот то, чего не знаем мы, уже оказывается... У нас это есть. У вас, да, у вас это точно есть такой кусочек рекламы, да, как и то, что вот сегодня стоит у нас на столе. Сказала, что буквально вот... Мы сегодня как раз забрали уже новые молды. Это вот такие силиконовые молды готовятся. По тоже, опять формочки, же, формочки, да, это вот то, что сейчас в тренде. Мы всегда следим вот в ногу со временем, как ты вот сказала, мы идем и всегда следим не только вот за трендом, но мы еще, чтобы это было практично и надолго. Ну, допустим, мы сейчас отольем вот это фигурки, и они у тебя останутся уже до самого-самого, будешь еще передавать их, да? Возможно, когда будут какие-то раскопки, скажут, о, это ваза 2025 года, да, сделана Екатерина. Да, вот, кстати, на примере мы покажем, они вот стоят на отдельной полочке, действительно настоящие вот произведения, да? Да, это уже часть интерьера, вот такие вот вазы, шкатулки, кстати, различные конфетницы. Мы, кстати, еще молды заказали, которым уже можно сделать блюда, манежницы. Ну, действительно уже настоящая посуда, которой можно ее мыть, стирать. Да. Огромный выбор, да. Я понимаю, полагаю, так здесь можно вот найти все, Я считаю, что у нас, наверное, самый большой выбор молд, потому что мы каждый раз обновляем, и мы всегда пополняем и сами что-то отливаем тоже. Молды можно самим тоже делать. А можно приобрести что-то готовое? Можно уже готовое что-то приобрести, но лучше записаться на мастер-класс. Ну, зачем вам много, да, вы можете записаться на мастер-класс, прийти, выбрать любую форму, отлить и также провести хорошо время, потому что это же у нас столько преимуществ. С гипсом, когда работаешь, это тоже техника такая, как арт-терапия, потом плюс фантазия, вы там красите, заливаете, и хорошо моторика. С пользой проводите время, да, общаетесь с друзьями, с подругами, да. с половинками. Вот я не знаю, позволят ли нам показать, но сейчас вот прямо сейчас около нас проходит мастер-класс тоже. Да. Бабушка с внучкой, я так понимаю, Они да? у нас сейчас, да, куклу делают. То есть на любую тематику можно, в принципе, все, что вот душе угодно, да, прийти, и девушки с радостью проведут. Да, у нас мастерицы тоже работают, они специалисты, тоже обученные, и они с радостью вас ведут в курс дела вообще и помогут так же, как приобрести, и так же, как помочь сделать. Так что я думаю, что мы можем уже приступить к работе. Вообще гипс, мне кажется, самый несложный способ. Нам просто все зависит от качества материала, от качества молда и от качества гипса. Гипса самого. Да, потому что у нас гипс идет, мы специально заказываем умный гипс, который он не только должен быть как бы хорошо растворяемый, но он еще должен быть прочный, без пузырьков и все такое. Ну, сегодня мы уже посмотрим. От качества гипса зависит уже изделие, которое будет служить долгими годами и прочностью, да? Ну, я думаю, что, Екатерина, мы вам такую красивую подготовили. У меня тут своя рабочая, скажем рабочая так, да? миска, да. Нам сейчас потребуется распечатать наш гипс. Там я уже подготовила. Да, давай, мы сейчас будем отливать несколько молд сразу. То есть покажем разнообразие, наших изделий, какие у нас получатся. Если не получится, мы это тоже покажем. Кстати, у нас за все наше время у нас еще не было такого, чтобы у нас не получился, ну вот, как бы
мы тоже проверяем качество материала. Так, тебе сейчас нужно будет высыпать. Это все надо? Можешь, да, все высыпать. У тебя тут ровно килограмма гипса. Сейчас посмотрим, что из килограмма мы можем сделать. Ага. Чуть-чуть уберем. Сейчас мы тебе сделаем где-то 700 грамм. Так, все на глаз. У нас, кстати, уже глазомеры наметаны. Так, добавляем водичку. Тоже на глаз примерно. И теперь мешаем. Мешаем его. Перчатки я не надела, оказывается. Да, кстати, у нас еще предоставляются перчатки на разрез. Преимущество нашего этого. И так булькает прямо. Да. Теперь главное хорошо перемешать. Ага. И смотри, она консистенция такая должна быть, как тесто на лепешке. И вот, наверное, сейчас посмотришь, вот гипс, он, кстати, так как я мастер же по штукатуркам, я вот со всеми уже материалами работала, и как бы все текстуры уже знаю. знаешь. Да. И вот гипс, он тоже вот интересно, у него такой состав. Он действительно как этот. Сейчас смотри, он кажется жидкий, но потом, когда ты ложку достаешь, он твердеет. Застывает уже. Ага. Так. Мы тут с тобой, конечно, сегодня отольем очень много изделий. Да, главное хорошо перемешать все. Еще есть специальные такие мешалки, которые вот как миксеры называются. Но я думаю, что от этого тоже удовольствие получаешь, когда просто перемешиваешь. Руками. Да, руками ты должен прочувствовать тоже. Растянуть время. Ты почувствуешь запах Да, вот этого чувствую, мела, чувствую. да, вот этого кирпича, да, как будто Такой свежий запах, как будто после именно. дождя, да, вот этого. Да. Комочки нужно будет хорошо перемешать. Главное, хорошо со дна еще сошкрябать, да? Ну вот как тесто. Как блинчики, да? Можем еще чуть-чуть, наверное. Блинчики, оладушки. Если слишком жидкое, мы немножко добавим еще текстуры. От этого, кстати, еще зависит от густоты время засыхания. Чем жиже, тем дольше засыхает. Чем гуще, тем оно быстрее. Так, нормальная, да, консистенция? Так, давай проверим. Добивать. Можно вот так, да, еще? Ага. Давай чуть-чуть еще добавим, чтобы Давай. он... мы для того, чтобы у нас он поскорее, побыстрее засох. Застыл, да? Ага. Чуть еще. Так, ну, Женя, вот ты пока мешаем, да? Сказала, что пришли вот новые формочки, да, для гипса. Вообще, как часто ты занимаешься вот заказами, чтобы пополнять чем-то новым свою лавку? Вообще каждый день почти. Каждый день. Каждый день я слежу за всеми новостями, за всеми творческими. Кстати, мы же тоже тренды задаем. Об этом даже иногда мы и не знаем об этом, пока не увидим, что какое-то изделие уже ушло в народ, и уже люди делают. И у нас же несколько видов деятельности, и мы каждый стараемся держать на уровне, ну вот, времени. Типа, что популярно, что, допустим, забыты какие-то техники, вот, допустим, декупаж. Он уже как классика, люди все равно приходят, делают. Просто мы там уже следим за этими принтами, ну, типа, чтобы они были стилистически грамотно подобраны, не просто там какой-то рисунок, да, вот грустный. То есть что-то вот видоизменяется все да, равно, да? под время мы все равно меняем, под интерьер, под вкусы людей, вот. Мы еще помогаем людям вот определиться со вкусом тоже. Потому что многие же приходят отдохнуть тоже. У кого-то есть уже своя цель, да, я хочу такого-то, такого-то цвета сделать. Или такое-то, такое. Бывает, что люди не определились. Да, просто приходят отдохнуть, и мы им просто уже общаемся и направляем их, помогаем. Какая классная консистенция получилась. Так, ну что, давай заливать. Выбирай, какой ты хочешь молд себе. Так,
Вот это мне нравится. Давай шкатулку. Вазочка. Мгм. А, это шкатулка? Так. Это вазочка, да. Так, ты выбрала вазочку. Ага. Мгм. Такая, да? Ага. Теперь берешь нашу тарелочку. Я буду держать, ты будешь заливать. Вот так вот, да, нормально? Да, вообще шикарно. Полностью же. Да. Теперь аккуратненько ставишь, и мы будем ждать 2 дня, пока засохнет. Так. Мгм. Да, вообще отлично. И теперь крышку отливаешь. Мгм. Ага. Я залью кита. Там у нас, кстати, видела, есть классные шкатулки, которые в виде карусели, которые те же есть. Да, Из- вот, из вот, вот, фильмов вот. ужастиков, Красиво да. так. Из фильмов ужастиков. да. Фильм ужастик. Давай я это залью еще. Раз уж у нас много гипса. Гипса хватит нам на все молды. Можно с 1 килограмма залить несколько штук. Угу. То есть вот одного такого пакетика, да, который Хватит на мы... несколько молд. Ага. Ага. Ну, здорово. А сохнет тоже быстро, да? Сохнет очень быстро, в течение 15-20 минут. Ну, можно подольше как бы Угу. дать подсохнуть. Вот действительно, творчество — это такая терапия, приятная. Всегда. Как будто ты погрузился в другое пространство. Ну, вот за это я очень люблю нашу передачу, потому что ты каждый раз отвлекаешься, как бы вроде и работаешь, но в то же Ага. время ты... получаешь приятное. Да. Вот какая у тебя замечательная работа. Я вообще прям восхищаюсь. Мы с тобой, Многие, да? я тобой очень восхищаюсь. Ты очень талантлива, ты уже прокачанная. Спасибо, Может, ты к нам Женя. будешь приходить мастер-классы проводить? Тоже, да? Ты же меня звала. Но пока ты к нам приходишь, работаешь у нас, заливаешь молду, делаешь изделия, да? Ой, у меня тут кит заплакал. Самое интересное — это когда уже начинаешь доставать изделия из молдов, Мгм. потому что там ты не знаешь, что получится. Мгм. И когда смотришь результат, и ты думаешь, это Ух ты. разве так может Неужели, быть? да, Да. неужели это возможно, да? И у Ну, тебя как бы, сразу, да, вдохновение там, и хочется еще. вроде бы, если раньше, да, в старые времена все делалось Вручную, да, это вручную, своими руками, создавали там, гончарское конечно, дело, да, вот это все. А сейчас произведение, да, искусство Мгм. настоящее. А сейчас вот все уже с готово, приходом да? гипса, С приходом вот молдов, вот Молдов, этих уже, да, да. все. Тут уже просто развести, найти, во-первых, хорошее настроение, время, да. Сейчас, мне кажется, все упирается во время, потому что сейчас все есть, но мало времени. И это тоже вот такой вот момент. Из этого, я думаю, уже ручная работа ценится, потому что на это потрачено уже самый невосполнимый ресурс — время. У Кати, главное, все аккуратно, у меня там как этот тяп-ляп и готово. так нормально. Классно. И крышка, да, у тебя еще там? Как тебе нравится процесс заливания? Очень. Самое интересное, у Очень тебя же, ты же заливаешь сразу несколько форм, Мгм. и интересно в конце, да, какие получатся результаты, и вообще так много, оказывается, можно изделий сделать действительно. Но у нас сейчас с тобой используется 2 килограмма Мгм. гипса на двоих, Это уже и целое. мы уже залили большие формочки. И самое интересное, что нет каких-то определенных правил, да, там типа под каким-то наклоном, под каким-то изгибом там, да. Мгм. Здесь просто перемешал, залил, ждешь высыхания, достал, да? А засыхают они обычно вот при комнатной температуре, да? Да, при Всё. комнатной температуре. Ну, можно еще заморозить, я шучу, да. И знаешь, почему его умным называют? Потому что он уже, смотри, видишь, застыл уже. Да, да, да. Потому что он сразу форму твердую воспринимает. Ну, Вот оказывается, как важен, Воспроизвод- да, материал. да, материал очень Ну, важен. наверное, вот все равно с каждым разом улучшается, да, качество гипса. И ты уже можешь Да. с еще большей уверенностью, да, уверенным быть в своих работах, да?
классная. Да. Ага. То есть то, что он застывший, это, ну, как бы нормально, да, можно его Можно его доливать, и он, Ага. видишь, он принимает ту форму, сразу которую, же. да, Мгм. его родственники, видишь, сразу Мгм. принимают. То есть не боятся. Мгм. Мгм. Здорово. И он уже, Здорово. смотри, вот уже твердеет. Мгм. Мне нравится еще вот процесс работы с гипсом. Ты как ребенок, вот в песочнице же есть, мы Мгм. раньше вот садились Да-да-да-да. вот на эти пески и начинали из Фигурки да, разные. и вот эти формочки, которые были там Мгм, всякие разные мгм. фрукты, полуфрукты, там и разные эти. Звездочки, Звездочки, сердечки, да. опять же. И мы там всегда уже с того времени мы уже лепили, да? Мгм. Да. Чуть-чуть вот так сделаем, чтобы пузырьки вышли. Мгм. Когда она текстура немножко подсохнет, мы немножко должны их подбить. Чуть-чуть. Мгм. Потому что иногда бывает, там воздух где-то остается, и потом, ну, Мгм. в изделии это может отразиться, ну, как бы, Мгм. небольшим дефектом, но это, в принципе, не так сильно важно. Мгм. Потому что, опять же, повторюсь, гипс качественный, и он уже автоматически. Потрясающе. Вот, чувствуешь уже Он уже форму? застыл. Да, ничего они уже себе. все, вот, допустим, наша. Ты. Вообще классно, да? Смотри, уже плотность, Очень. да? Уже чувствуешь, да? Круто. Ага. Вот эти немножко мы должны форму тоже держать. Тут обычно вот такие колечки идут для того, чтобы молд не разъезжался. Специально. Мгм. Мгм. Но он уже, видишь, форму принимает. Круто, круто. Мгм. Мгм. Так, и это у нас от этого же, да, крышка? Здесь форма хорошо уже принялась. Интересно же, да? Так, и главное, пока мы залили, нужно за собой быстренько помыть посуду, потому что это все очень быстро застывает, и потом неудобно будет отскрябывать, да? Мгм. Уже видите, как за доли секунды уже все подсохло. Ну и пока моем, ждем, пока Да, окончательно подсохнут наши. небольшая реклама. Это когда- Что ж, мы с Женей так увлеклись процессом, что забыли камеру включить, да? Да, И уже вот, ну, достали. какую-то часть мы достали из-под наших форм, Молд. молтов, правильно, да, называется? Мгм. Смотрите, какая красота, это у нас Нас уже не остановить. ваза, да? Это вазочка, ага. Вообще Очень, шикарно, да? очень красиво, если вблизи посмотреть, у нее прям такие красивые, ну, Как чешуечки. как это, ну не рисунок, а Ага. Текстура прямо такая текстура, объемная. да? Дизайн очень. И интересно, что внутри не просто вот круг, да, а вот с таким как овальным углублением, еще плюс тут как волна, очень красиво. Какая тяжеленная. Качество, да? Очень, да, вот прям Мы чувствуется, работаем на да? качество, да, Мгм. такая. Так, достанем наши оставшиеся. Да, это мы уже Работы. начинаем скрывать. Самый такой, наверное, интересный процесс, да? Приятный, Приятный результат. Увидите результат. Ох, какая красота. Это подставочка, как блюдце. Ага. Туда можно поставить, допустим, шкатулочку и Ага. какой-нибудь еще элемент. Какие-то украшения положить, да? Какие? Вообще же красота. Карусель наша, да? Да, Она уже вот с крышечкой идет. прелесть. Вообще шикарно. А еще ее покрасить, да? Да, её Какие-то покрасить, красные, ага. яркие оттенки, и будет прям как настоящие. Тоже, кстати, крышка такая тяжеленькая. Очень получилось. красиво. Можешь Сердечко. да, сердечко. На Мы сердечко. начинаем из шкатулочки раскрывать, да, вытаскивать. Чувствуешь, какой гипс еще тепленький, да? Мгм. Боже мой. Как свежий хлеб. Классные шкатулочки уже. Сколько? 15 минут Прелесть. работы, Ух ты, и уже готовая да. шкатулка, да? Настоящая Такая классная. Мне нравится еще текстура ну вот, выпуклых коняшек, Мгм. они как настоящие. И не то, что там бывает, да? Вот Прелесть смотри, какая. текстура тоже классная, Ну, ромбов. готовая шкатулочка. Смотрите, очень красивая Очень текстура. классно прям. Я думаю, что мы когда еще нанесем краски и покрытие, будет прямо роскошь. Помогите, пожалуйста. Помогите. Чувствуешь, какие руки теплые? Руки, Там кровь у него. руки теплые. Такие классные руки получились. Это шкатулка тоже. Ух ты, какая Вообще же прелесть. классно, да? Можно маникюр сделать, да? Няшно, да, слишком? Вообще. Не бойся. Ну, тё-путё.
Шишечка. Шишечка. Вот это, наверное, конфетница, типа, да? Или Типа, даже или что? сережки можно. А, взять. сережки? У меня все для украшений, да? Да? Или ватные палочки. Типа дрожжи там мелкое. Ну что, мы уже готовы перейти к завершающей, да? Завершающему моменту. Самому прекрасному. Ага, это покраска. Это да, мы сейчас будем наши изделия грунтовать, чтобы оно более прочное было. А, грунт. Да, сначала грунт. У нас специальный профессиональный грунт есть, который очень качественный. Он сохраняет нашу текстуру, делает изделие более прочным и не дает плесневеть. Это тоже, кстати, немаловажно, да? Ты берешь вот грунт, кистью макаешь. Посерединке поставим? Да, и вот так просто смазываешь, Так, наносишь. я выбрала руки. Катюша сегодня уйдет с дополнительными Самый руками. красивый такой. Когда тебе Ой, сильно, да? Ну, Нет? размазывай его, главное, Мгм. потому что у него текстура такая липкая. Мгм. Как размажешь, так он и засохнет. Мгм. Обычно вот некоторые изделия просто заканчивают, наносят грунт, и оно уже все готово. Мгм. Чувствуешь, да, уже вот у него даже состояние такое, как будто уже камушка. Мгм. Мгм. Вот. Да, да, да. Грунт кстати. очень быстро впитывается сразу же практически. Качество вообще, да, как будто уже из завода прям отлили. Я немножко буду ретро делать такую шкатулочку Мгм. с кракелюрным лаком. Так, теперь смотри, у нас тоже какое качество, да, гладкий такой получился. Мгм. Теперь мы убираем наш грунт и берем белую краску акриловую, и ты можешь уже наносить на нашу вазочку. Мгм. Тоже так же. Это же кистью, да? Это же кистью. Сколько плотно надо? Катюше мы дадим такой новый способ, метод Нанесение, да? да, нанесения, чтобы более всё. он равномерно Губочкой, лег. Да, и будешь, называется эффект чпоканья. Чпокаешь вот так. Ага. Чем чаще делаешь, тем он, видишь, будет более такой текстурный. Ага. Старайся этот прямо плотненько, чтоб лег он. Смотри, видишь, как ровно он ложится. Вот так все. Что у нас постепенно выходит, получается. Красота, да? Да, оказывается, ну губка это вещь, да, действительно. Ну, есть еще более легкий способ, но он такой немножко с запашком. Это какой? Это использование баллончиков. Акриловых тоже. Они просто с запахом идут. И когда что-то делаешь, уходишь прямо, да, вот этот процесс. Хочется вот максимально насладиться этим, да, тоже вот. И результат какой же будет, да? Мне кажется, преимущество мастер-классов, что тебя всегда научат и всегда будет результат. Потому что когда ты что-то сам пробуешь через долгие, да, кстати. Долгие эти пробы, ошибок, и большинство бывает у людей пропадает желание вообще. Почему многие не заканчивают? Потому что они хотят одно, а получается совсем другое. И бросают. И бросают, да, и вообще говорят, типа, это не мое, там, да? Они просто до конца не дошли. Мне кажется, и в жизни тогда у многих тоже. Да, поэтому лучше, наверное, действительно, даже если каким-то делом хочешь заняться, да, не обязательно творчеством. Во всем, да, так, по идее, действительно. Так, я буду делать винтажную шкатулку. Так, у меня есть вот такой еще кракелюрный лак. Это лак, который дает эффект старины, растрескивания. Стертости, потертости, Да, да? но он такой, Еще бывает же, когда растрескивается такой вот, типа, или сходит краска, вот такой вот эффект. Старины. Старины. Вот это вот при помощи кракелюра можно такой эффект добиться. Мы покрасили наши руки, ну, краской нанесли, да, и сверху покрасили, нанесли пигмент. В тирку сделали из пигмента. В тирку из пигмента.
Вот. Ну, я думаю, для девушек, женщин понятно, что такое втирка. Обычно на ногтях бывает, да? Мгм. Ага. Примерный эффект Везде такой же. тоже, да? В изделиях тоже оказывается. Такая вот красивая, дорогая, богатая вещь у нас получилась. Очень красивая. А в случае с Женей... У меня очень долгий процесс, потому что тут из Пока головы... подсохнет, да, да? я делаю ретро-шкатулку, Ага. и тут нужно много этапов еще. Мгм. Ага. Но мне вот нравится, как покрыта вот крышка, то есть, в принципе, можно оставить и такой лаковый эффект. можно, да. Ну, Но кому значит, как кому нравится. как, ага. Мгм. Ну вот процессы, это получается кракелюрный лак мы нанесли, это получается эффект такой будет старинный он давать. Мгм. Ага, и у меня еще нужно чуть-чуть подождать. В следующий раз, когда придете, я вам уже покажу готовый. Покажем, да, покажем. Покажем результат, я думаю, Ага. увидим. Он также будет украшать вашу студию. Да, Да? образец. Да, такой Женя, будет. тебе огромное спасибо. Как всегда, с тобой время пролетело незаметно, весело, да, ну и с пользой, конечно же, что немаловажно. Ждем следующей встречи и новых мастер-классов, которые обязательно, думаю, будут полезны нашим телезрительницам. Благодарю, что вы к нам приходите, для нас это тоже очень важно. И я очень была рада, что я какие-то вам новые навыки показала, обучила. Возможно, какие-то изделия ты захочешь повторить, может, даже к нам уже придешь как в неформальной обстановке. Как мастер, да? Как мастер. Ага. Может, как мастер, да? Я тебе все время предлагаю, да, приходи к нам. Жене действительно можно учиться очень многому. Я очень рада нашему знакомству и спасибо тебе, что с тобой вот всегда это вдвойне интересно проходит. И действительно спасибо. хочется вдохновляться, творить. Наша программа подходит к концу. Мы увидимся в следующих выпусках на Якутия 24. Оставайтесь с нами. Всем Пока-пока. спасибо.